Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Осетия». В эфире программа «Ясный взгляд». И я ее ведущий, Урузмак Баликоев. Когда мы готовились к этому эфиру, то так и не смогли прийти к единому мнению по вопросу национальной идеи. Классическое понятие национальной идеи в философии представляет собой систематизированное обобщение национального самосознания. Она может выражаться посредством художественных произведений или различных философских воззрений. Ну что ж, тогда будем отталкиваться от этого. Остинское общество разделилось на два лагеря – ортодоксальные традиционалисты и светская интеллигенция. Два противоборствующих лагеря. Сегодня мы не ставим перед собой высоких целей сформулировать национальную идею, но хотим разобраться, есть ли она у нас, какая она и для чего необходима нашему обществу. Ответы на эти вопросы попробуем найти вместе с гостями и экспертами в нашей студии. Казбек Иналович, вы как представитель Высшего Совета Остин, наверное, пожалуй, надо с вас начать. О какой национальной идее мы сегодня с вами должны говорить? Сегодня стало еще сложнее говорить о национальной идее, хотя они очень много говорят. Есть старшие, но те старшие, которые сегодня, к сожалению, отошли в сторону, и молодежь осталась сама по себе. Вот я считаю, что мы все свои усилия должны направить на то, чтобы наша молодежь, это наше будущее, и мы это должны осознавать, и мы должны все возможное сделать, чтобы их приобщать к культуре, к нашим традициям, духовно-нравственным ценностям, которые, за счет которых выжили наши предки. Вот примерно пока так. Высший Совет Осетин свою роль в вопросе формулирования этой национальной идеи как видит? Ну, какую играет роль? Основная цель нашей деятельности – это привитие вот этих духовно-нравственных ценностей нашей молодежи. Каким образом? Мы, в принципе, это много путей, много возможностей, чтобы сегодня молодежь услышала то, какими ценностями жили наши предки. Сегодня мы проводим работу проводим непосредственно в высших учебных заведениях, в школах. Мы вышли в села, мы вышли в районы, и везде вот, проводим встречи и со старшими, и с молодежью, и с интеллигенцией. Я считаю, что без национальной идеи, в принципе, я еще раз говорю, что народ не может как бы иметь своего будущего. Идея должна быть, но она как бы должна быть и на уровне государственной политики. Это не только желание вот, только общественных организаций, чтобы эта идея как бы притворялась и приживалась среди людей. Так быть не может. Олег Иванович, вы как этнопсихолог, как кандидат психологических наук, как вам кажется, в чем вот эта наша национальная идея? Может, какие-то пробелы все же есть у нас в обществе нашем? Ну, с чего я хочу начать, это вот вы дали определение понятию национальная идея. Я бы это сформулировал немножко по-другому. Что национальная идея – это осознание значимости своего существования. То есть этнос должен осознавать, для чего он существует. Теперь, если мы будем говорить о национальной идее, то давайте вспомним, в России, постсоветский период, до сих пор искали, какая же идея может объединить Россию. То есть эта проблема достаточно непростая. Почему непростая? Идею можно сформулировать. Уваров ее формулировал, да. И не только Уваров, да. И Соловьев формулировал. Да. В России. Да. Но мы говорим об Осетии. Да. Сформулировать идею можно. Сформулировал Уваров, сформулировал Соловьев. И что дальше? Они прижились. Теперь, чтобы эта идея вошла и народ осознал значимость своего существования, вот вы сказали идеология. Идеология необходима. Вот если мы проведем параллели, то при советской власти была идея
коммунистическое, светлого будущего, справедливости, равенства и так далее, и так далее. Но для того, чтобы эти идеи, эта идея была воплощена, была создана целая идеология, коммунистическая идеология со своими институтами, нравственными и так далее, ценностями, со своими механизмами формирования этих ценностей, которые должны были каждому советскому человеку привить что? Что это его идея. Вот, наша идея. Поэтому, если мы будем говорить о национальной идее, вот, то мы должны себе ставить первое, для чего она нам нужна. То есть нужна ли она нам только для того, чтобы... Или это основное. Для того, чтобы мы осознали значимость. Для чего осетины вообще существуют. И какова наша значимость, да. Второе. Национальную идею можно представить как идею, которая бы сплотила народ. Но в любом случае, почему сложно сформулировать национальную идею? Потому что любая национальная идея носит интегрирующий характер, объединяющий характер. Но есть такой психологический механизм «мы и они». Для того, чтобы этнос объединился, вокруг какой бы то ни было идеи, нужны некие «они». Как мне представляется, идея национальная, если она будет исходить из того «мы и они», а без этого механизма интеграции «мы» не будет, вот, то она... Не знаю, насколько ее можно Алам сформулировать. Батырбекович, еще Солженицын говорил о том, что идеология, она не может насаждаться, потому что она не приживается. И вот когда мы говорим о коммунизме, о партии, мы знаем эту историю и знаем, чем она закончилась. Вот когда мы сегодня говорим о своей родной национальной идее, о чем мы в первую очередь должны вспоминать? Ерна история макурка сам вот халивы дастам наирмана бирама амгома гомдар канам шоздортар шавам истории авиос нодам гомдар канам. Вот в советский период мы были ближе, осетины друг к другу, была вот эта национальная идея. Я про тот период времени не знаю, может быть, только я об этом помню, когда осетинский язык не изучали в школах. Когда были комсомольские свадьбы. Ерендар низ ментальный различия, как он чуден, низ фала цуско юма канам. Ермана олун жинода тхай журна бойды томана фастограста стахчени. Вироз мадарел жертвой магаска хавю на сайрог на сон. Шама юлдар юма боюам. Роджи дарудестам олун ерендар тоюе сама дихтамокана. Дихтамокана. Ну, вум бирайта. Жерен национальная идея кайхон чум бирайта. Ви идея, нафа джис бирайдея. Давайте об этих компонентах тоже сегодня поговорить. Нехдов, а видарджи каве на мангай, на монокультуру, видарджи каве. Нахи кудем борам, чисто, мохшестам, каширошдестам, ма кадам шавам. Куязунам кадам шавам. Вот на кастарте ушердам комелот каве шамай кастарай зуно. Маня офтас комелку тома сумбун шаман. Вы говорите, если мы знаем, куда идем. А кто должен определить, ражма это куда? Ви юлагай несканджин, дувадарай несканджис. Удон одам ерен национальный идеячу, ви оле ирун лагмадар кома коро. Майн койнайза годаем боре. Ерен каражи мана хистар кудзохто мы и они. Ерен дар хавиис. Национ идея каманнаю кормлажа хозану. Шав розмафаляна зуна кадам. Сегодня сколько у нас людей слепых? Много. Больше половины. Больше, чем положено. Вибарш не стума молхозу. Чи у Ермана Ардабонку зохто интеллигенция мадом ортодокс. Нахманисте. Удом просто каражими да кусынч маджи юқод розынджи. Нюма маю тофта код канчина та артык как-то ма национ идеофта фазыны. Олы коды тақома загойма фылдарызардама кашфашао. Хави арфидор даруджин, а маясти дортаро хашесте. Шамай сумбу мофисафам. Раз уж мы заговорили о языке, Тамерлан Таймуразович, какую роль играет язык тогда в этой национальной идее? И может ли язык, сохранение его сегодня в наших реалиях, стать той самой национальной идеей, вокруг которой мы, осетины, можем объединиться? Национальная идея — это сформулированные вербально, то есть в словах,
идеалы, к которым должно стремиться данное общество, этот народ. Это не цели, это не конкретные цели. Демография, трудоустройство и так далее – это важные вещи, но это важные цели, над которыми должно работать общество. Идеал и цель – принципиально отличные вещи. В традиционном обществе идеалы не существовали в вербальном, в словесном выражении. Они существовали в снятом виде, то есть вот как ценности духовные передавались из поколения в поколение, и никто, никаким институтом, ни комсомолом, ни пионерской организацией это не внедрял, это внедряло само общество. Вот это выпистованное, выкованное тысячелетиями понимание того, что является идеалом для, в частности, астинского народа, оно передавалось в не, скажем так, не в форме педагогики, а передавалось самой жизнью. Формулирование национальных идей – это вещь достаточно новая. И можно сказать, что первыми нациями, которые сформулировали свои идеи, или первой нацией, может быть, это были французы, которые после революции сформулировали свою национальную идею 3 словами, которые нам всем известны. Значит, это égalité, fraternité, liberté. Равенство, братство, свобода. Когда мы говорим об Осетии, мы должны понимать, что мы не можем столь механистически и просто, упрощенно подходить к ситуации. Поэтому вопрос, может ли существовать национальная идея у отдельного народа, у отдельного этноса в рамках многонационального государства, где нет государственной идеологии? Второй вопрос. Может ли в рамках такого многонационального региона, каким является Осетия, быть отдельная национальная идея у осетин, отторгая при этом или, скажем, отставляя в сторону представителей всех других народов? Значит, это очень сложный вопрос. Должна ли группа элиты данного народа ее формулировать, а потом уже через соответствующие идеологические машины? Но ведь Нехаш этим всем всегда и занимался, Остинский. Значит, Группа людей формулировала, нет? Группа людей формулировала то, что является, на мой взгляд, только частью национальной идеи. Сохранение культурного наследия, в том числе языкового, является только частью национальной идеи, которая может быть у осетин. Ни один народ не может, он должен и, безусловно, должен базироваться на традиции. Я позволю себе сформулировать, вы сказали, что сегодня, наверное, не будем ставить такую задачу. Если у нас получится, давайте попробуем. Я бы попробовал сформулировать 4 понятия, которые, на мой взгляд, можно было бы ставить как национальную идею. Это традиция, развитие, справедливость, единство. Вот это 4 базовых понятия, которые могли бы объединить народ Осетии и которые бы ни в коем случае не входили в противоречие с, даст Бог, когда-нибудь сформируемой российской идеологией. Как ни крути, но самосознание Остин связано с традициями и обычаями народа. А мнения по этому вопросу самые разные. Сегодня в нашей студии исследователь, автор книги «Три слезы Бога» Слава Джанаев. Слава, вы патриот до мозга костей, восстанавливали святилище Реку, ну и много чего другого. Как вы считаете, какая у нас сегодня в нашем обществе национальная идея, и есть ли она вообще? То, что уже в Нарвском эпосе есть, для меня это номер 1, как бы что оставили наши предки нам. Вастержимячкувы, вастержином чару и маханнахью. Это вера. Тыргана гнестом, фала тыргана гантырканам. Это идеология. Фалварга чиканы, уман яшардрас машарат. Это как бы наш путь. Это то, что с материальным миром. То есть у нас получается весь духовный, традиционный мир связан с настоящим, живым, реальным миром. Оно неразделимо. Это в Осетии называется ахдау.
вот этот Ахдау, вот как по-эстински говорится, поправьте меня, если что, Алла Комудар Яхихдау, Алла Каудар Яхихдау. Если мы говорим о каком-то единстве и об одной национальной идее, значит, должно быть что-то общее хотя бы здесь. Это как раз-таки тоже единство, чтобы не было разделения в этом Кайвардун и Бадыс, Уизараккан, это как раз к этой теме, чтобы не было разделения в этом деле. Попал ты в другое место, случилось так, горы разделили, что-то такое. Это же одна Осетия. Человек, то это тоже единство, когда ты поступаешь так, как там местные поступают. Ты делаешь так. Но в общем, конечно, все это решаемо. И обратите внимание, в наших святилищах, в отличие от других, ну, допустим, сооружений культовых, да, никогда не говорят за упокой. У нас говорят только за будущее, за молодежь. То есть они сами все предназначены для будущих поколений. Значит, они уже служат для того, чтобы сформировалась или создалась какая-то национальная идея. Для меня наша вера – это культура, которая должна быть высокой, чтобы она была привлекаема. В том числе, вот как сказал Тамерлан, другими народами, которые с нами живут. Как это сделать? Но она должна быть на уровне, она должна быть красивой, она должна быть... Вот мы говорим «должна», Нет. сформулируем. Так, что это за компоненты? Давай скажем словами интеллигентного человека. Как-то приехал к нам в Осетию, приехал Фредерик Смит. Это ведущий архитектор Америки, который приехал как-то нашему Гергию делать культурный центр. Ему предложили какой-то свой вариант. Он говорит, а что у вас национальное есть? Его повезли на Реком. И Фредерик Смит говорит следующие слова. Я делаю самые большие, самые интересные сооружения в Америке. Но это ничто по сравнению с Рекомом. Это и есть самая лучшая архитектура, гармония с природой. Вот, пожалуйста, например, То есть он одно из- это чувствует, американский Да. архитектор, а мы, И живя мы в должны. Осетии, должны, Должны, но не понимаем. правильно. Поэтому и работают. Каждый Кто свой делает. виноват? Кто виноват, где мы не дорабатываем, где происходит разрыв? Ну, здесь много причин. Однозначно нельзя говорить, потому что в какой-то мере процесс разрушения национального в советский период прекратился. Например, есть и плохое, конечно. Вчера я был в Дзимр. Давно уже люди даже не знают, где это находится. Невероятное место. На каждом склоне башни, везде святилища не тронуты, потому что давно брошены эти места. И на них можно увидеть некоторый процесс и историю можно проследить. Например, один период, когда остины по-своему молились. Потом влияние, допустим, другой идеологии, оно на нем стоит. Потом разрушение этого, да, и обратно возвращение. И вот остины это умудрялись каким-то образом. Наверное, все же что-то у нас есть. Мы должны учить, и опять-таки через интеллигенцию, мы должны вскрывать все эти документы, которые есть. У нас понимать. интеллигенция вот эта сформирована сегодня. Конечно, вот перед вами. Реклама на телеканале «Осетия». О какой национальной идее мы сегодня с вами должны говорить? Этнос должен осознавать, для чего он существует. Национ идея командной кормлажа хозану. Сохранение культурного наследия, в том числе и языкового, является только частью национальной идеи, которая может быть у осетин. Цуско юма канам. Сегодня стало еще сложнее говорить о национальной идее. Юлага несканджи, дуадара несканджи. Мы знаем эту историю и знаем, чем она закончилась. Это программа «Ясный взгляд», и я ее ведущий, Урузмак Баликоев. Молодые люди, ваше мнение, вы как видите национальную идею и вот вопрос взаимосвязи языка и культуры? Вы знаете, я очень часто замечаю, что наша молодежь, как это ни странно, она пытается интерпретировать наши традиции, язык в какие-то формы для, как сказать, для 21 века, которые будут более доступны. О чем идет речь? Да, практически обо всем. Это как... Ну вот национальные рубашки, в частности. Вот, Да, вот тоже это можно возьмем. Вы к сказать. этому как относитесь? Отлично, почему нет? Очень даже красиво. Мне нравится, допустим. Те же, я не знаю, сериалы, кто-то даже игры, видеоигры пытается выпустить для современного поколения, чтобы это было более доступно. Национальная идея столь же эфемерна, как и священный Грааль. Мы о ней часто говорим, порой даже начинаем осознавать ее, но для многих она все так же непостижима. Осетинская традиционная культура полна символов. Основная научная задача состоит в том, чтобы расшифровать их. Сегодня в нашей студии известный режиссер, драматург, автор многочисленных научных работ о космогонии. Встречаем Людмилу Макееву.
Людмила Петровна, о какой доктрине национальной идеи сегодня мы должны говорить вот в этой студии? Я понимаю, что за час-два, даже, наверное, за цикл программ мы не сможем сформулировать, но где-то есть истина. Ну, говорить уже надо. Значит, пришло время об этом говорить. Раз мы собрались здесь. Это сложная задача, это многомерная задача, понимаете? Это не просто так вот как-то высказал, и вот это и есть идея. Мне видится, идея – это целый мир, это мироздание, в котором должны находиться наши младшие, чтобы идти в это мироздании и чтобы идти вперед. Не надо забывать, что на дворе 21 век, что мы не едины на земле, что мы существуем в каком-то пространстве. И это пространство есть страна, а страна находится в более великом конгломерате народов. Идет как бы волна глобализации. И эта волна глобализации стирает национальное, стирает языки, стирает какие-то традиции. И вот молодежь, она как бы и вошла в эту колею глобализации. Сменились показатели, но осталась главная идея, и она существует для всего человечества, не только для нас, а и для того, чтобы идти вперед и развиваться. И мне кажется, что осетины должны найти свое место в этом пространстве. Должна быть миссия у народа. Вот что это за миссия такая у осетинского народа? У осетинского народа очень большая миссия, громадная миссия. И она настолько громадная, что даже осетины не представляют это, понимаете? Даже не представляют, ни старшие наши не представляют, что такое. Вот сколько разговора идет об осетинском языке. Дело в том, что язык, он связан с традицией. Традиция вообще с греческого слова обозначает «передача». То есть то, что мы должны передать другому поколению. Вот все время ссылается на советский. Я тоже родом из Советского Союза. Я училась и родилась в этой стране. Все вспоминают, потому что там была идеология. У нас сегодня в стране идеологии нет вообще никакой. Вот разговор про права человека, они все время попираются. Давайте не будем ругать страну, давайте ругать республику. Да, а мы часть этой страны. Но понимаете? мы, тем не менее, можем быть вектором определенным, движущей силой. Мы тоже подписались под этими правилами. Мы тоже права человека, демократия, вот общие как бы слова. Мое видение идеи – это надо вернуться к своим корням. Но не тем корням, что надо одеть черкески и одеть рашгамта и все такое. Просто надо понять, что такое. Вот сейчас был День национального флага. До сих пор в школах не знают, что такое наш флаг. Повторяют общие фразы, которые, может быть, Варзиати сказал 20-30 лет назад, и повторяют его слова. Это красный, белый, что идет. А это арийский флаг. Это не просто так. Это глобальная система, которая нам досталась. Она у нас осталась только в традиции и осталась только в физическом варианте. Понимаете? Когда мы не знаем традиции, во-первых, мы веру свою потеряли. Начнем с этого. Есть какая-то группа людей, ребята, которые возрождают эту веру, как Славик Джанаев и его ребята. Но в основном все атеисты, как были в советское время, так этими атеистами остались. Я и говорю о потере нашей традиции, нашей веры, потому что все свелось к пьянке. Понимаете? А что такое пьянка? А эта пьянка, она отторгает молодежь, потому что духовности в этой пьянке нет. Дело в том, что пока мы не вернемся к своим законам тонкого мира, законам, которые мне сформулировала женщина, которая не заканчивала университетов, она не была ни профессором, ничего. Я снимала женщину одинокую, Калоева, и она, уже камера была выключена, наши камеры не такие, как вы были, а большие камеры, синхронные, и выключена уже была. И она подняла кусок со стола и сказала: «Асака барлабунку на бакушай, Майя Бахар». Все, ты сам себе судья, прокурор. У осетин есть эти понятия, законы кармы, чисыканы, хоржайдар, амавжарайдар, каныяхисан. Для многих нарский эпос – это наше все.
Но, Алам Батырбекович, правильно ли сегодня осетины читают этот нардский эпос? Понимают ли они персонажей, героев этого нардского эпоса, так как должны понимать? Норт кочта на фдалта кундестана, мацаерен олчица юхозудним бора, удон ерен охорганта чисто, удон маис варахтар зунен жинатта. Это космогонические мифы, о сотворении мира. То есть сотоном хуматак сылгуй могнау, дзиросадар хуматак сылгуй могнау, удон сте на рогу, на фдалтанса дуне кодембарскую. Спрошу прямо, буквально, мы можем читать нардский эпос и говорить, вот эта инструкция по применению. Живи как шатана, живи как хамас. Вы бентуновта на умама куфазенди нордкочта куфазендесте. Ерен кайзагнайка фусканма кошан вадию преступлений. Фаладжи мана ш хазнотай ерен налгой мог яхи куткума доро. Слугой мог яхи куткума доро. Литература макоркасу адивилдар мана иратта, мана код охормадар кодем хишесте, найдар код оле код тогмадар взагдудесте. Фала ерен гцел фашудеттом. Мана национальный дедар роман кавшамайтонак охла слава матороз моша. Ма кумар бодам юлдар, ма бонхоска, мананен хой хурзу. Ма ошфандо голоша манен росту джени нахишандар ма на сумбу. Нардский эпос, Людмила Петровна, может явиться той самой национальной идеей, вокруг которой мы можем сплотиться? Ведь, я так понимаю, история там намного глубже, чем нам кажется. У меня нет ученых степеней, я не связана с нашими научными центрами. Я работаю по системе сакральности и эзотерических знаний. А эзотерические знания – это сакральные знания. Так вот, о чем говорят сакральные знания? Говорят о законах тонкого мира. И эти законы тонкого мира заключаются в том, что нардский эпос, как и все священные писания, они прочитаны. Самое страшное, только нашими учеными – первый уровень считан, самый примитивный уровень, самый первый уровень, а у него 7 уровней. Вот как чаша нардской 7 делений, это есть 7 уровней. Я спрашиваю ученого, а он говорит, они когда не умеют, не знают, что сказать, они говорят, ну это же миф. Ну миф-то, сказка ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. Мне рассказывали, в мединституте ходят исламские миссионеры, один из них Феликс Цоков, по-моему, а другого фамилия Ибрагим какой-то, забыла я его фамилию. Они ходят и рассказывают все, что говорят ученые, они рассказывают. Вот у вас эпос, посмотрите, шатана развратница, там она с брата женила на себе, и все примитивно. Она мать природа, мы не знаем, где она умерла, она вечна. В этом есть трагедия наша. В этом ученые остановились на каком-то уровне, замкнуло их, дальше не могут прочесть. Пока мы не вернемся к космическим законам в полной мере, в их истинном понимании, сегодня человечество сдает экзамен. И если мы к духовности своей не вернемся, и никого вы не заставите всеми призывами говорить на осетинском языке. Олег Если Иванович. они не поймут, что это один из 10, последний из 10 арийских языков, и как только мы потеряем этот язык, человечество потеряет эти знания. Только с осетинского языка их можно прочесть. Вы меня поняли? Все, порядок. Олег Иванович, почему наука, как говорит Людмила Петровна, отвергает эти все знания? О сакральном, о том, что это священное писание? Мне сложно сказать, но, по всей видимости, связано с тем, что наука идет уж слишком одним путем. При всем при этом инструментарий разные исследования. Я очень даже согласен, что и нардовский эпос, и язык, они несут в себе, я в данном случае не могу сказать, потому что не столько эзотерику, а сколько вот
в нашей психике есть очень мощный слой коллективного бессознательного. И вот в нем отражена в коллективном бессознательном вся предшествующая история развития человечества, представления, мироотражения, мировидения. И в нартовском эпосе я прежде всего вижу именно вот это, то, что там сохранилось, вот, архетипическое. И когда я читаю нартовский эпос, я вижу там определенные периоды мировидения, мироотражения, которые до нас не дошли, но они через эпос и через фольклор пытаются прорваться в наше сознание. Слава, ваше отношение к нартскому эпосу? Эта история нарты качества, она такая древняя, она такая, уже говорили, упоминали, что только не претерпели наши предки, что только не пришлось им пережить. Если за это время бы он был просто вот так прямой сказан, допустим, как Коран и как Бибель, прямо чисто вот так был сказан, то нашими врагами он давно был уничтожен. Он был... Но вот в такой форме перенести его, через 2000 лет как минимум перенести в иносказательной форме, он дает очень много. Нартский эпос до того сила, что он вот есть вещи, которые говорят многими словами и описывают всякими красивыми словами. А нартский эпос – это такая сила, которая одним словом говорит сразу о многом. Это очень большая сила. Поэтому это, конечно, детям одно, это наше все. На самом деле, нартский эпос просто... Это при том, что он до нас дошел через тех, которые слушали нартский эпос. Искаженным. Национальная идея может и, наверное, должна выражаться через искусство. Пожалуй, сегодня самым действенным средством является киноиндустрия. К нашей дискуссии присоединяется заслуженный деятель искусств Тимина Туаева. Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер, продюсер Тимина Давидовна. Да. Как вы понимаете национальную идею? Никто никого не заставляет быть Аланом, потому что быть Аланом – это ответственность. Это на себя взвалить груз истории, вот всего того, что вот о чем здесь сегодня говорилось, понимаете? Это тяжело, и не каждый потянет. Понимаете? Это надо принять. Вот вы тут спорили, сначала надо принять, а потом только понять, или наоборот, поняв, принять. В общем, ну, это... По какому пути нам надо идти тогда Да, сегодня? я сейчас скажу. Значит, не бояться называть вещи своими именами. Вот цифровой концлагерь, в который нас пытаются сейчас загнать, называть его цифровым концлагерем. То, что тема, которая все время муссируется, укрупнение регионов. То есть, что это влечет за собой? Это стирание национальности, да? Это грядет. Если эта тема уже муссируется давно. Значит, вот это нам угрожает, как бы, да, вот слияние, так сказать, вот это опасно, да, для нашего общества? Я считаю, конечно. Потом не надо забывать еще такой момент, что мы плывем на одном корабле, который называется «Россия», и там 87 кают. И одна из кают – это Северная Осетия. На капитанском мостике у нас президент, да, наш. И мы никуда не можем деться, понимаете? Мы будем плыть именно вот в этом направлении, в котором плывет этот корабль. И вот нам очень важно понять, куда он плывет, понимаете? Что он... От этого будет зависеть то, что будет с нами здесь происходить в нашей маленькой каюте. Моя идея национальная, да, сохранение нашего народа. Вот элементарно, в физическом смысле, в том аспекте духовном, о котором сегодня шла такая интересная дискуссия. Есть внешние задачи, да? Это есть коммуникация с внешним, так сказать, нашим капитанским мостиком. Понимаете, это тоже очень важно. Это тоже надо уметь делать. Мы это, кстати, делать не умеем. Понимаете, у нас такое сложно, просто подчиненное положение, понимаете, Почему? ситуация. Ну, потому что мы привыкли. У нас даже, собственно, я вообще не считаю, вот, ну, зачем нам парламент, когда мы живем по законам Российской Федерации? Вот какие-то наши местные, так сказать, органы власти, они же подчиняются общим, понимаешь, органам власти. Они не дифференцируют нашу жизнь. Лидер нам сегодня нужен в республике. За Ну, кем должен пойти лидер народ? Всегда... Лидер нужен всегда. Но внутри этого вот нашей каюты мы должны тоже навести порядок.
Я считаю, в первую очередь, не знаю, как поддержат мои гости, уважаемые коллеги, нам надо поменять приоритеты у нашего народа. Вот у нас спортсмены, понимаете, в народе наиболее почетно уважаемая, понимаете, каста, которая отдается в управление и город, и республика. Я не враг никому. Я не враг никому, я всех очень уважаю, всех очень люблю. Ребята, ну так дальше жить нельзя. Когда Василий Иванович Абаев фоном служит, да, но, так сказать, ну вот я хочу сказать, встречали бы Василия Ивановича Абаева как Гассиева. Да. Я хочу дожить до того момента, чтобы ученых, вот уважаемых людей встречали так, понимаете? И это только один пример. Только один пример. Значит, нам надо наводить порядок в нашей каюте. Нам нужен новый взгляд. У меня полнейшее тоже ощущение и большая боль от этого, что мы тоже где-то на колее. Наши старшие, к сожалению, не понимают тех тенденций, которые происходят в мире. Понимаете, мы через какое-то время можем действительно на самом деле исчезнуть. Мы на самом деле можем исчезнуть. И наши старшие должны как-то возглавить процесс этот не исчезновения нашего, сохранения нашего. Поэтому я и говорю, национальная идея – это сохранение нас как народа. Реклама на телеканале «Осетия». Оставайтесь с нами. Мое видение идеи – это надо вернуться к своим корням. Никто никого не заставляет быть Аланом. Как только мы потеряем этот язык, человечество потеряет эти знания. Мы через какое-то время можем действительно на самом деле исчезнуть. Нацкепус – это такая сила, которая одним словом говорит сразу о многом. Так дальше жить нельзя. Это программа «Ясный взгляд», и я ее ведущий, Урузмак Баликоев. Сегодня мы говорим о национальной идее. Казбек Иналович, как вы относитесь к позиции уважаемой Тимины Давидовны? Что немного старшие не успевают, я бы, может, даже это так сказал, за теми веяниями, которые есть сегодня в нашем обществе. Национ ходы. Вы меня балаша хожану. Мы балаша ли кабушта, ишен видекта. Я кабужен куалыккана его цитата вот таражай, у меня уже есть видал, у того на нердал, у его на вжаг, вот саган. Ерни видекта куалкана та хушканы балаш. ما يو زوري بس هو برشته من تيمين دريوس نخاش كن ارتكا آدم سماي آير وجوي ما يو فرشته در ماي ما ميتوني كم ناي اغداو كم ناي وصادم تا كم قاونس صارد ميدك ما خرتك قامنا يول تخت شارازم افتنا جغش قام نا ريسبوبليكي در نا ريسبوبليكي وا اخ ما ديما كيفدل آدم اسوزشته خزار ميده خيشتر كنوا اغداو جن خيشتر ودون بينون تناي ما افتف جانس نيخشنات سماي في داو بينون تكوردي مساش فل در رشود بينون تكورتوا وياش نيخشنات تخجن درو كنت قام ماوا ريسبوبليكي ليدر كنت قام ماوا ود سوزورغو ود منس زورم ود نادم در كدي باقا قدم ود نا وش سمدي شاق اغداو كدي قام باقا قدم مينا كشترتن سواذر راتم ماخ وارجم رمشتر كرازي فخرن چی فشفدی چی ارگومی فلا دی شاگویو منا کت فجرن زنگرک تدام چیر ساون سنی جاگه وی نیجرن وسوا وراتي درجونه فلا صاردمي ده قافته وزورن سونو منا پلیتیکای درافته و کباقه و رشته کرباسه ودي اخي سي شارجه دي شاجه يشكي فخرن رايداي ينخ مزورن رايداي مادام من اي دي شاكراي گردي من ناشته اي جت كودي ميكونه وتام جاگه نسارد سم در يول شورتام روك فنداگل نفند قدم در باسوندر ما افتكو كشما خمسشتن قاشي ودنا نيس راويزن فلازم بار نافته اخشنا دون جمل وي و اشترتخ مخشنا دون جمل دي دش راجامو جنه وی مز نوی منا آدم کولو وندن ساخمت دشکیت نویس و یووی ما یواده ماگن یا شرجوند یا بیتونی آرشت کوا سمی نا
نصارت خوش درج دم سوا سمينا نازي سمينا فشيفت رشوت فنداغلا وسمي رايشون فشموين اغما فهم ما يودي شاغو الغشت اغما فهم نكشترتي بنيتا ميرلان راشختا وي ماخ ارتكا نخيسي بيرا راشغو وماخي سسم باسامونم فلاقاغان يول وسجون دل خشنالشتم منا عارفين خاشمه سدر قامر بامبرت كنا سدرنا بايو كنا مويو يخاطر ماجا نيف جاغدر نيخ داودر اخشانا دون يوغنت يرشتون اشچده ولمي سمزقه ويوي برس ما كدشته وتايو ساونشته امجون ساونشته Тамерлан Таймуразович, тоже хотели пару слов сказать по этому поводу. Дело в том, что есть достаточное количество потомков осетинского народа, живущих ныне, которые не считают это важными задачами, которые вообще не считают это идеалами и идеями. Есть и такие, которые на дух их не выносят, которые считают, что это ущербное валдаймита, что это дедовские обычаи и бабушкины обряды, и что в 21 веке им не место. Поэтому... Они осетины? Вот вы меня сейчас... Это крамольная мысль, и этот вопрос, он возникает. А каким вот смотрите, образом они осетины они считают тогда? себя, конечно, осетинами. По фамилии? По фамилии, по происхождению. Более того, я вас уверяю, что они бьют себя в грудь, доказывая, что, несмотря на то, что он не знает языка, не придерживается традиций, обрядов и так далее, значит, эти люди никогда не будут, они осетины, по паспорту, по рождению, по самоидентификации, они еще и осетины. Но это та часть осетинского народа, которая никогда не будет работать на те идеалы, о которых я говорю, на идеалы сохранения самобытности осетинского народа. Они им чужды. Поэтому Они нам и не нужны. вернусь к своей первоначальной мысли. Национальная идея осетинского народа нужна. Национальная идея осетинского народа должна быть сформулирована как сохранение самобытности осетинского народа в условиях 21, 22, 30 веков, то есть сохранение своего языка, культуры и ментальности, но эта национальная культура осетинского народа не может быть общенациональной, а объединять и сплачивать и становиться программой к действию и основой жизни для большей, слава Богу, части осетинского народа, потомки которых, наверное, и будут осетинами. Осетин не тот, у кого родители осетины, а осетин тот, у кого дети осетины. Спасибо. У нас есть сюжет небольшой. Мы не могли не спросить у наших жителей республики, как они для себя определяют национальную идею. Опрос, конечно, и нас самих удивил. Давайте вместе посмотрим, потом продолжим нашу дискуссию. Национальная идея, она воплощается. Национальный язык пропагандируется, достойно ведут Ирону Жагдам. Даже не русским, и то приятно всем остальным. Национальная идея – это в сохранении своих традиций, языка, да, всегда нужно. Да, только не на словах, как вот сейчас пиарятся в Инстаграме. Чтобы народ пошел за человеком. Я не знаю, кто такой у нас есть. Настоящих лидеров нету. Все заняты сейчас только сами заняты чем. Деньгами, понимаете, чем дело. Все перешло на рельсы денежные, а это неправильно. Самое главное, чего мы должны придерживаться, это изучение своего родного языка. То, что у нас, к сожалению, очень страдает. Кто-то должен быть главным, как всегда, организатором и уже объединять всех вокруг себя. Всегда, это во все времена так бывает, должен быть лидер. Мы тахтагу байуканом от за невзина дирштона. Мы уйву цаджара рашгоцага на хиштерте. На хиштерте, что удоне рашгоалзер мамагашкама. Национальная идея. В чем она заключается, в принципе? Идея национальности.
на этот вопрос в двух предложениях ответить практически невозможно. Национальная идея, конечно же, нужна. Но вот в каком виде ее преподносить, это гораздо более сложный вопрос. В любое время есть лидеры, конечно, в любое время есть люди, которые думают о каком-то созидании, о какой-то положительном направлении развития нашей республики. Но они часто бывают в тени, они часто не хотят быть в первых рядах. Ну, часто бывает как раз такой момент, когда вот какая-то, ну, назовем ее бедой, да, народа, вот она вот сплочает как-то, объединяет. Но я надеюсь, у нас найдутся и другие факторы, которые нас объединят друг с другом. Мы перестанем друг на друга смотреть как-то вот через призму вот нашей вот какой-то ментальности. Не знаю, наверное, есть такое в нас. Тимина Давидовна, вы не удивлены результатами нашего опроса? Люди не знают. Не удивлена, господи. Сейчас время такое, что тут лидер должен быть как бы административный, руководитель республики, и лидеры духовные. И, к сожалению, иногда они не совпадают. Вот мне кажется, духовным лидером мы традиционно на Кавказе это наши старейшие, да, вот то, о чем все... Этой темы никто не избежал, да, ни при опросе, ни здесь у нас в студии. Наши старейшие. И вот в данном случае это или... Ну, может быть, сейчас я... Или это совет старейших, или в нашем случае это Штарнахаш. Вот мне кажется, Штарнахаш должен быть духовным лидером и отвечать на все вызовы, и в том числе, которые вокруг нас. И то, что у нас историю отнимают, и то, что вот нас уничтожают физически. И именно в первых рядах здесь должен быть тоже Штарнахаш. Мы без всяких объединений, без всяких агломераций и укрупнений регионов с этими тенденциями, как сейчас, благополучно исчезнем через 2-3 поколения. Абсолютно верно. Поэтому речь идет о том, что мы должны сохранять свою самобытность. И те, кто не хочет, они могут спокойно идти своим путем. Но из-за того, что они не поддерживают нашу национальную идею, это не означает, что мы должны от нее отказаться. Впервые появление этого человека на нашем телевидении вызвало очень много споров. В нашей студии молодой художник Фред Ас-Битанов. Приветствую вас, Фред. Через призму чего вы сегодня смотрите на национальную идею? Байрайталон Адам. Сам я уже как 10 лет веду свои группы патриотические, посвященные физической и аланской культуре. Совсем недавно, 3 дня назад, я выпустил кодекс астинской чести Агдау. Вот мы можем видеть тоже ваши работы, у нас есть они сегодня. Национальная идея в вашем понимании? Вот я его выдвинул как за национальную идею. Кодекс Астинской чести Агдау. Да, получился он большой формат, 1,2 метра. А вот знания ваши об истории аланов, о нашем наследии великом, вы откуда черпаете? Может быть, у вас есть сегодня консультанты, вы обращаетесь к научным каким-то знаниям, может, представителям, может, кто-то даже есть сегодня здесь с нами? Не только от своих старших. У нас это из поколения по фамилии, по нашим, по фамилии. Ни для кого не секрет, что сегодня идет пищевая война по уничтожению генофонда народа, духовных корней. Это все знают. Любой национальной идеи – это очищение. Это культура питания прежде всего. И вообще, по сути, такого вопроса и не должно быть, потому что духовно-нравственные ценности – это как основа народа, Агдау. Почему именно ваш кодекс чести астинской мы должны сегодня продвигать, условно говоря? Академичность в этом во всем есть? Это как-то выверено? Потому что это вечно духовные ценности. Молодежи много сегодня ваших последователей? Вы, наверное, общаетесь. Чего им не хватает? Какой, может быть, лидер им нужен, который бы их тоже повел к тому, о чем вы говорите? Это от человека зависит.
если у него сердце ищет, во-первых, то для него, по сути, такого вопроса нету, как национальная идея. Ола нашин хантама куркасанна, манам балкуфаинуца ирон валдараста. И он чисто символически газери, да, допустим, вот афадзаунца ацацейнагой. Это махайлак дырнца. Почему, если мы говорим, вот это тоже одна из национальных идей, одеваться по-национальному, ну, по сути, идей много. Мы говорим, да, сакральных, это знание, но почему я говорю прежде всего о очищении? Вот то, что нас уничтожает, вот тот же трансгенный жиры, который, вот, фастфуд, продавцы смотрят на спрос. Вот вопрос возникает, как нам, что нам делать. Это касается каждого осетина. Почему я говорю возвращаться к чтобы они осознали свою ответственность перед миром, перед окружающими. Я вас понял. Олег Иванович, у меня складывается вообще такое ощущение, что молодежь наша, исходя из того, что сегодня здесь происходит, и мы слышим, немного блуждает в мыслях своих. Академичности знаний, мне кажется, порой не хватает. Правильных знаний о традициях, то, о чем говорила и Людмила Петровна, то, о чем говорил и Слава, и каждый из вас сегодня уже несколько раз об этом говорил. Вот сейчас происходит это процесс не в Осетии, не в России, мировой процесс, когда темп жизни становится очень высоким. Вот. И чем он больше, темп этот, тем меньше старшее поколение успевает передавать свои ценности. И получается такая ситуация, что младшее поколение, она оказывается обделенным. И все, что она делает, это в большинстве своем поиск тех ценностей, которые мы не смогли передать. Это общий процесс. Поэтому, я не знаю, думал Давайте я... молодежь тогда лично спросим. Амурхан Кусов у нас есть сегодня тоже в студии. Национальная идея, согласен с вами, что это идеалы, которые должны нас двигать к чему-то лучшему, молодежь. Ну, давайте будем откровенными. Даже Гёте об этом говорил, хотя весь мир движется вперед, молодежи всякий раз приходится начинать все сначала. И в ваши годы были эти вопросы, и сейчас есть эта проблема. К сожалению, мы говорим, национальная идея нужна, и когда появляются лидеры, мы их сами же и убиваем. Может, это где-то генетически у нас, у кавказских народов сидит каждый из нас лидер. Каждый себя видит лидером. Но вот я могу считать лидером всех нас, это наш глава. Но мы должны наконец-таки хоть объединиться все, и чтобы один человек, вокруг него собрались все и помогали ему. Я, к великому сожалению, ничего не услышал конкретного. Звучала одна риторика. Мне бы хотелось задать вопрос нашему глубоко уважаемому Штернахашу, нашей так называемой интеллигенции. А чем, собственно говоря, вы занимаетесь? Потому что в 2018 году на национальном телевидении выходит передача «Есть ли национальная идея у осетин?». Тогда как в прогрессивных странах мира вообще такая тематика не ставится, потому что национальная идея — это объективно существующая реальность. Это осознание человеком принадлежности к своей нации. Потому что если мы сейчас сидим здесь, обсуждаем национальную идею в 2018 году, то это говорит о том, что, наверное, в датском государстве что-то пошло не так. Хорж фарштараттай, мадам, мына көткәштәрдә бафаршым мақабын, салхат арбашытты Штернахашы буатма, де көткәштәр. Когда избрали вашего нового председателя, человека с двойным гражданством Кучиева, в прошлом году присутствовал, до этого в позапрошлом году присутствовал, в том числе как общественная организация мы пытались попасть в ваши грантовые проекты, и это произошло безуспешно. Это тот самый, возможно, разрыв, о котором я сегодня в самом начале спрашивал. Где-то есть разрыв. Вот между тем, что артикулируют наши старшие, чиновники, интеллигенция культурная и молодежью. Где-то, может, даже это не обрыв, а пропасть.
Вот из-за этого возникают такие мнения. Поэтому они послушают кого-то другого, чем придут к авторитетным людям, к экспертам. Эта претензия широкая. Она формулирует, скажем так, недовольство молодого поколения осетинского народа своим старшим поколением относительно того, что, во-первых, это старшее поколение не передало им в должной мере и в должном формате ту самую культурную традицию, о которой мы говорим, и в то же время обвиняет их, не обвиняет, а, скажем так, предупреждает о том, что они могут стать тем последним звеном, который прервет эту цепочку, и что они тоже не предпринимают необходимых шагов для того, чтобы это не случилось. А с другой стороны, удивляются, почему в 2018 году вдруг осетинские старшие озаботились формулированием этой самой осетинской национальной идеи. Осетинские старшие на разных этапах эту идею формулировали. Нашу национальную культуру совершенно жесточайшим образом репрессировали. Сейчас выбивают последнее средство – национальное образование. Вот когда ваш ребенок пойдет уже в школу, которая, боюсь, что к тому времени будет такой, и не сможет не только осетинский язык учить, но и осетинскую литературу читать, то прервется вообще последний канал связи с предками. Реклама на телеканале «Осетия». Нашу национальную культуру совершенно жесточайшим образом репрессировали. Осетин не тот, у кого родители осетины, а осетин тот, у кого дети осетины. Младшее поколение, она оказывается обделенной. Это махайлык дурынцев. Когда появляются лидеры, мы их сами же и убиваем. С этими тенденциями, как сейчас, благополучно исчезнем через 2-3 поколения. Есть достаточное количество потомков осетинского народа, которые не считают это важными задачами. Это программа «Ясный взгляд», и я ее ведущий Урузмак Баликоев. Тема нашего сегодняшнего эфира – национальная идея. Сегодня в нашей студии также находится автор и исполнитель песен на родном осетинском языке Сослан Агузаров, известный под псевдонимом Алоллай. Приветствуем вас, Сослан. Ты исполняешь песни на дигорском родном языке, в диалекте, как правильно будет сказать. Это дань уважения своим корням. Да, я пишу песни на родном языке, и эта идея появилась абсолютно на ровном месте, не подкрепляемая каким-либо патриотизмом. Это просто мой родной язык, который я люблю. Увы, разговорный навык потихоньку теряется, но знания все-таки есть, и я на нем пишу. Не исключительно на нем, но пишу и на нем, только потому что люблю свой язык. Вот сегодня наша музыкальная культура как-то отражает национальную идею? Наша музыкальная сфера просто застряла на месте, она зависла в каком-то, не знаю, 2001 году и абсолютно не развивается, потому что по большей части все музыканты ищут исключительно наживу, чтобы там на свадьбах попеть, на 9-й волне, чтобы прогреметь, чтобы опять-таки на свадьбах попеть. И происходит одно и то же. Если говорить об эстрадной музыке, она абсолютно не меняется, она полностью стоит на месте. Время идет вперед, и, как уже говорили, время очень быстро ускоряется, темп жизни. Мы просто не успеваем следить за тем, что происходит. Национальная идея, на твой взгляд, есть у нас сегодня в республике? Национальная идея... Я не понимаю этот термин, если так можно сказать, потому что национальная идея — это как общность, в которой каждый выполняет какую-то функцию, которую он любит в первую очередь. И если он приносит этим удовольствие себе, то, как мы можем смотреть на практике, люди просто иногда подходят и говорят: спасибо тебе за твою музыку. И, то есть, я в первую очередь делаю приятно себе, но тем, что я делаю это от всей души, если так можно сказать, люди тоже становятся счастливыми, они подходят и говорят спасибо. И я считаю, что это какая-то массовая система, в которой каждый просто выполняет свою функцию.
в которой в первую очередь он нашел свое призвание. У тебя есть свои национальные герои? Ацамаз Макоев. Я с детства влюбился в его музыку. Это композитор, да, для тех, да, кто не это знает. композитор, он живой композитор, он Да. довольно еще бойкий. Я его часто вижу на улицах. Когда-то я к нему пару раз подошел, сказал спасибо вам большое. Он, конечно, меня не узнает, наверное, к нему часто подходит, но музыка, которую он пишет, она очень глубоко меня трогает. К нашей беседе также присоединяется и арт-директор творческой лаборатории «Портал» Тимбулат Гукаев. Тимбулат, здравствуйте. Есть такое мнение, что молодежь тянется к этносу тогда, когда это популярно. Как это сделать, чтобы молодежь действительно приобщалась ко всему национальному, и это стало трендом? Нужно заразить своим примером в первую очередь. Тянутся к, грубо говоря, к движухе. Если есть что-то веселое, зажигательное, то туда подтягиваются люди. Такое правило. Национальная идея – это что? Для вас, для вашего арт-пространства «Портал»? Да, у нас было такое арт-паломничество. Мы на велосипедах поехали в Турцию, чтобы сделать там арт-объект в памяти жертв Бесланской трагедии и параллельно наладить контакты с остинской диаспорой в Турции. И как? Успешно. Все сделали, задача Сегодня сотрудничаете. выполнена. Как там остины смотрят на нас? Мы с ними подружились, мы с ними мы сроднились. Мы с ними стали одним целым. То есть поняли, что мы и так были. И нам было очень странно видеть, что люди, которые родились, может, даже во втором поколении в другой стране, они носят культуру, психологию своих предков. И делая такой небольшой крюк к нашей теме, тоже могу сказать, что язык это главный ключ для сохранения и культуры, и всего того, что она дает, то есть и мировоззрения, и будущего. Я вас понял, спасибо. История не имеет сослагательного наклонения, изменить в ней ничего нельзя, можно лишь пересказать. И граф Уваров, и историк Владимир Соловьев в основу угла национальной идеи ставили православие и отсылали всех к соборности. Но применимы ли для нас такие условия? Что об этом думают представители духовенства? Давайте тоже вместе с вами посмотрим. Если мы не осознаем необходимость нашей нации на этой земле, не народа, не отдельных персонажей и персоналей, а вот именно нации. Если мы не определимся туда, куда нам надо идти, в какую сторону мы должны идти, то смысл всего остального, наверное, не имеет никакого значения. Вера является основной основой, наверное, любой вещи, которую мы делаем. Если мы понимаем, что есть Господь, если мы понимаем, что ради Господа надо делать то-то и то-то, и нам это предписано, и если мы этого не делаем, мы должны четко осознавать, что мы идем в тупик. Но я бы предложил возвратиться назад к истокам, к нашим предкам, к их устоям, к их традициям, к их нравственности, к их моральному закону, на котором они состоялись. Я бы вернулся туда, мы говорим о Ахдаве. Каждый, кому не лень, произносит это слово. Мы его очень часто слышим. Я как-то задумался, думаю, если бы Ахдал сам существовал бы, о нем так долго, громко и постоянно не говорили бы. Потому что он есть, и нет необходимости о нем говорить. И когда мы о нем говорим постоянно Ахдау, 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 то мы констатируем факт сегодняшнего дня, что мы тот Ахдау, о котором говорим, мы не имеем. Действительно, наша республика отличается от соседних. Принято считать, что мы, как сказать это, прогрессивные. И в широком смысле действительно Осетия такая светская республика. Но может ли тогда религия стать для осетин той самой национальной идеей? Олег Иванович, как вы полагаете? Вот вначале мне бы хотелось ответить молодому человеку, почему мы сейчас заговорили об национальной идее, когда во всем мире это принято.
Национальная идея нужна бывает тогда, когда народ, нация чувствует опасность. Вот. Появляется необходимость объединения, возрождения культуры и так далее. И, наверное, из сегодняшней беседы мы все поняли, что Осетия в таком вот состоянии. Теперь то, что касается религии. Если говорить об православии или об исламе, то, да, и Бердяев говорил, и Соловьев говорил, и так далее, но они носят не этнические, а наоборот, межэтнические. Понимаете, да? То есть они могут объединять, скажем, православных, они могут объединять тех, которые придерживаются ислама, вот, но вряд ли они могут для Осетии стать консолидирующим. И вот сейчас мы Хаджимурата Гацалова слушали, он не сказал ислам, он сказал вера, традиционная наша культура и так далее. И по всей видимости с этим можно согласиться. У нас есть еще один комментарий, но уже русской православной церкви. Давайте его тоже послушаем. Я думаю, что национальная идея может формироваться только в национальном возрождении. То есть это будет, я думаю, залог развития, которого ждет каждый человек, все наше общество. Оно предполагает и развитие культурное, и социальное. Но там есть нюанс, которого должны все придерживаться, кто в этом участвует. Это искренний позыв, это не внешние формы, конечно же, но суть, которой вот общество должно жить. То есть это мотивы какие-то личные, финансовые. Это действительно искренний взор на то, что нам досталось на сегодняшний день от предков. Алам Батырбекович, те адаты, по которым жили наши предки, сегодня зачастую интерпретируются. Но если мы очистим их, да, зерна от плевел, то мы можем, то, о чем говорил тоже Хаджимурат Гацалов, мы можем жить по ним, по этому Ахдау. Ну, манам мақудофта одот вообще дар мохна хоснав, ма моха ходо маниш бордора. Мохан ди нахихдо одот хоненч ви оропок жирду, ама хоненч мана пасалмон динчиройсто Кавказы, аушы одамты Ахдаута, сахихдаута дар моцам бозоди мавдунофта ходтуй. Мохан нихдо нахихдо верен, мана динет хайко журам, ваттар ирон одаман, сайрок дар, у ноцион қоды, ноционын корынот, дин аллон растаджы чырыстатта удысты, шефесті маха. Аллон растаджы мана хазарский каганоты удис, хазарский каганы, гвардия аллонский пасалматта, удын дар шефесті маха. Қарым фантасам нусы, удис бира адам, тамаджуди аллон тадар, год это фала фесафтесте. Мана ирон аллон жинад рахосты мана Кавказы чишорди хаудун. Ма нахи варнанот традиционный зонода я хоненч этническая религия, традиционные верования немножко неправильно. Ма нахи гдол хашчивди через тун диндарам бондав то кайзагна каумам одам на фидал тахкадни кудесте сахакти ма олхоттар кам хашка куту кам тол мана шордесте ма сайрогдар у взог мохан Ирен невзога юлда иронов чижур иронов дегуронов авчи хассы хаудунсте мохатта Ирен дортармо кайфанды нема ви агдау тетта удун юлдар взогнан куннаона ирен мана ройсан венгриши йостаст ходнич сахина фала удунсте субет нас венгров То же самое Асуты Монголия. Ганани сахи хонуй, Аллон адам дар фала
Նիշոլջը բոզոդի, ովթիդ նոմոցա բոզոդին դարնիշ, մանն ֆճոկ ու վզոգ, նի վզոգ սոֆաննայ, մա վզոգնն քո աստի բարշ դեմոգրաֆիո, հավիտով դկոկ զնժինոտ, շոսֆլ դարվամ վյոսնամ, խոզդար զոնչնդար, թխչնդար, ol խոզուն Odamıcini mana дунеш зенжинатейс хаудун скучок канджистам розмашав джистам. Давайте подведем как-то итоги нашей сегодняшней дискуссии. Тамерлан Таймуразович, вот буквально пару слов. Осетинская национальная идея нужна, и осетинская национальная идея в современных условиях может быть только одно – сохранение национальной идентичности, родного языка и осетинской культуры. Я вас понял, Людмила Петровна. Незадолго до смерти Дмитрий Лихачев, академик, он сказал, как бы выкрикнул: «Не выживем духовно, не выживем физически». Вот Тимина сегодня говорила о физическом выживании, но без духовности, не возобновления духовности, мы все сегодня говорили о разных вещах, и они составляют единую идею, и это правильно. Но с другой стороны, без духовности, это мое личное мнение, без возрождения духовности, а она у нас была. А мы, вот сейчас говорили из различных конфессий, в этих конфессиях тоже нет лада и гармонии. И они не могут ответить на сегодняшние вопросы мирового уровня. А осетины могли бы ответить, потому что на бендур, вот то, что они говорят тогда, они не понимают, это основа была арийской доктрины. Надо возродить и вернуться к арийской доктрине. Это космического порядка. Без них мы никуда не придем, я вам говорю. Тимина Давидовна. Всего прошло 23 года с тех пор, как вот исчез Советский Союз, да, и Россия появилась. Один из идеологов Осетии в свое время, когда Бибо Ватаев поставил спектакль «Давид и Тамара» на историческую тему, и очень за это был наказан, было ему сказано, что история Алании начинается с 17 года. Вот прошло всего, да, вы прекрасно помните, кто это сказал, не будем сейчас вспоминать, но прошло-то всего совсем вот немного. Славик, помнишь, когда первый раз показали «Кто ты, король Артур», и вы тогда ко мне подошли, и мы встретились, да? И вы тогда начали говорить вот на исторические темы. Прошло-то совсем немного времени, и вот эти фильмы, извините, что я говорю о своих картинах, они перевернули вот этот пласт, открыли шлюзы, и пошел поток и литературы, и кино, и искусства по истории нашего народа. Понимаете? Ну, все об этом забыли, и слава Богу. Дело не в этом. Прошло-то всего сколько времени, и мы сейчас вот говорим уже о национальной идее. Это немного времени, и мы говорим об этом вовремя. Почему я хочу сказать? Понимаете? Это вот-вот, все на наших глазах все свершилось. Поэтому мы говорим вовремя, мы никуда не опоздали. Она созрела, эта идея, и вот сейчас мы это обсуждаем. Слава Джанаев. Ну, идея кой-канам, на идея подразумевает цель, какую-то цель. Вот ведь хайзак джанан ирон гдаут хайдар, гцил дуанахас. Ерен через тон дар зажерта, пшилмон дар зажерта, хорзна хаста скоттой, и фала ерен ирон куде там гаска, на удун маис ушет шамайхишанка, ирон гдау через тон динан пшилмон, хорзеста иулдар хорзеста, фала шамайхишанка, удуна сайрагу иде цель, кадам бахах, шаубазунан, яшур прочувствовать, попасть в рай и так далее. Ираттану вы сайраг никоди. Ираттан урдамдар кубахавлак ваттар балцашав, майн бахфалдишан коттуитхай. Махану сайрагу балц. Шинард балц нашав, винартон лагналвай. Витхай заган бамбразура кавбачахсан. Алчидарам набашавджин, фала алчидар зона кавушаун. Алчидар. Наш смысл в том, чтобы идти правильно, чистым. Вот это
самое главное, потому что у каждого она разная. Поэтому и для молодежи, и для нас самих, и для всей Осетии самое главное, чтобы не по головам чьих-то идти и добиться этой цели, а идти правильно. Ирон идею мамагаска балцем идаги, шнарт балцы нашего винартонного гналой. Олег Иванович, ваше еще слово. Да, тоже коротко. Я готов двумя руками подписаться за все, что здесь говорили. Хорошие идеи, вот, потому что любая идея, которая была здесь озвучена, она ведет к возрождению, она ведет к объединению. Если мы будем возрождать, объединяться, то это возрождение культуры, языка и так далее. Как только мы это почувствуем, значит, это уже хорошо. Можно тоже. Да. Наконец, устой мания слова, которые иронлак больше шедел хотермак. Устой больше зоракашу. Я фичоку. Шаюте в смарту ротам на кухта. Обон каражи майрила пута. Сисам на тересо желайну май рухсмай називак чому там гомай. Сомуту да ма яду джени хорзолши да розма. Сформулировать национальную идею за час или два невозможно. Однобоко на это смотреть также нельзя. Необходимо учитывать интересы всего общества, всего нашего народа. К сожалению, именно та самая разрозненность, о которой мы часто говорим, и не позволяет нам сплотиться. Но объединяемся только, когда терпеть уже нет сил. Мы постарались внести ясность в этот вопрос. А вот что из этого получилось, судите сами.